Здравствуйте еще раз, меня зовут Нина, и, как я уже сказала, я новенькая в этом кружке, это мой дебют, первый раз принимаю участие в качестве докладчика. Сегодня мы рассмотрим тему «Пролетарская революция. Ренегат Каутский». Да? Это книга Ленина, это непосредственно его реакция на брошюру Каутского «Диктатура пролетариата». Кто такой ренегат? Ну, я думаю, вы это знаете. Это человек, который изменил своим убеждениям, да? Ну, такой некий изменник. И сам Карл Каутский – это один из виднейших теоретиков немецкого марксизма, лидер немецкой социал-демократии, но, как его называет Ленин, это просто социал-шовинист, который, получается, искажает марксизм и превращает его в либерально-буржуазное течение. Первая глава книги посвящена тому, как Каутский превратил Маркса в дюжинного либерала. В этой главе книги встает вопрос о коренном содержании пролетарской революции, а именно о диктатуре пролетариата. Вообще, Ленин говорит, что этот вопрос является центральным для всех стран и для коммунистического движения в целом. Каутский в своей брошюре, он, получается, противопоставляет большевиков не большевикам и ошибочно называет последних социалистами. Большевистский метод он назвал диктаторским, а не большевистский – демократическим. Вопрос о диктатуре пролетариата есть вопрос об отношении пролетарского государства к буржуазному государству, то есть пролетарской демократии к буржуазной демократии. Ну, Каутский тоже несколько путается во всех своих понятиях, подменяет понятия и когда говорит об отношении буржуазной демократии, то он говорит по отношению к абсолютизму и средневековью. Каутский больше говорит о досоциалистической демократии, то есть он подкрашивает демократию буржуазии, он затушевывает вопросы революции и несколько искажает слова Маркса, Энгельса и тезисы Ленина. Как мы уже отметили, Каутский называет коммунистов приверженцами диктатурной идеи, потому что, придя к власти и установив угнетение над классом буржуазии, они нарушают так называемую чистую демократию. Что подразумевает Каутский под этой чистой демократией? В его понимании это такая форма демократии, когда все классы имеют право высказать свое мнение, то есть они обладают избирательным правом и осуществляют управление государством напрямую. Но, конечно же, Ленин дает свою реакцию, он говорит, что это невозможно, потому что буржуазия, как мы знаем, она никогда не допустит того, чтобы к власти пришли коммунисты, и диктатура, она никогда не будет носить классовый характер. Чистая диктатура также невозможна по той простой причине, потому что, ну, она не даст слова пролетариату, и начинается, в общем, такая некоторая путаница в его брошюре, что путается вопрос о либеральной демократии и вообще демократии вообще. Он не дает классового понятия, он не говорит конкретного определения, что есть демократия, и старается больше говорить о социалистической демократии. По мнению Каутского, Маркс лишь однажды промолвил словечко о диктатуре пролетариата. Здесь важно внести вот эту точность, что Каутский называет такое, получается, большое революционное движение словечком, да, то есть его цитата: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первое во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатуры пролетариата». Ленин возмущается, он обращает внимание на то, что Каутский назвал итог революционного учения словечком, и он уже говорит, что это есть издевательство над марксизмом. Если даже обратить на семантику самого слова, то здесь такое несколько преуменьшение, да, всех этих идей и мыслей. Каутский таким образом пытается доказать, что революционное движение по своей сути диктатурно, негуманно. По его мнению, чистая демократия – это то, к чему должны стремиться социалисты. Якобы они не должны ущемлять права буржуазии, так как она их ущемляла. И здесь мы встречаемся с первой несостыковкой. Вот. Каутский здесь забывает о том, что ни один рабочий, живший под гнетом капитализма, в новом обществе не потерпит того, чтобы он остался, в общем-то, на той же самой позиции, с которой начинал. Вот. Ну и здесь мы понимаем, что проблема Каутского в том, что он просто подыгрывает буржуазии. Ленин отмечает, что Каутский знал Маркса, он знал его наизусть, и он знал о том, что он вместе с Энгельсом говорил о диктатуре пролетариата в течение 40 лет. То есть, соответственно, мы понимаем, что Каутский здесь намеренно подменяет диалектику эклектицизмом и играет на руку буржуазии.
Затем Каутский говорил о том, что Маркс якобы не описывал суть диктатуры пролетариата, о том, что диктатура пролетариата – это диктатура в традиционном понимании этого слова, но опять же это не так, потому что Маркс и Энгельс, они дали ряд условий существования диктатуры пролетариата, а само это понятие означает не уничтожение демократии, не единовластие или деспотизм, а власть конкретного класса. Начал же Каутский с определения самого слова «диктатура» неверно. Он назвал это уничтожение демократии, что, по сути, тоже, правда, не является. И, во-вторых, говоря о демократии глобально, это, опять же, свойственно только либералам. Марксист все-таки уточняет с точки зрения, для какого класса эта демократия предназначена. Затем Каутский пишет, что... Ну, ладно, тут я пропущу немножко. Дальше Каутский, вот еще замечание, какое он делает. Он говорит, что любая диктатура – это означает диктатуру конкретного лица. Вот. И говорит о том, что диктатура не связана никакими законами. Опять же, то, что диктатура означает диктатуру конкретного лица, это неверно, потому что мы знаем, что диктатура может осуществлять только класс или кучка лиц. Да? В итоге, взявшись говорить Каутский о диктатуре, он не дал верного определения, точнее, он его почти вообще не дал, он там витиевато различно отходил от конкретики. И также Каутский путал состояние диктатуры, ее формы, толкуя это как состояние господства, когда исчезает насилие, революция, то есть вот идет вот эта затушевка этого. И он, получается, обрекает революцию на полное ее исчезновение. Вот. Конечно, диктатура пролетариата, она все-таки предусматривает уничтожение одного класса другим, что, конечно же, для него, как ренегата, и для всех этих либеральных буржуазных лиц неблагоприятно. Если сделать вывод конкретно по пунктам первой главе, да, то Ленин отмечает, что если бы, во-первых, Каутский обратился к Марксу, где он говорит о диктатуре, то определение должно звучать следующим образом, что диктатура есть власть, опирающаяся непосредственно на насилие, не связана никакими законами. Второй вариант определения, что революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией. То есть власть не связана никакими законами. Каутский от этого отходит. Второй вывод. Пролетарская революция невозможна без насильственного разрушения буржуазной государственной машины и замены ее новой, которая, по словам Энгельса, не является уже в собственном смысле государством. Третье. Революционная диктатура пролетариата есть насилие против буржуазии. А также при определении диктатуры Каутский изо всех сил старался спрятать вот это, что обязательно революционное насилие, и мы выделяем это, что это необходимо. И пятое, о чистой демократии Ленин говорит, что она невозможна в обществе, которое разделенное на классы. Дальше следующая глава книги называется как «Буржуазная пролетарская демократия». Ну, буржуазная – это, понятно, как раз-таки та чистая демократия, о которой говорит Каутский. Ленин называет ее лживой фразой либерала, которая одурачивает рабочих, и при помощи которой Каутский возвращается к благотворному влиянию буржуазной демократии. Больше половины работы Каутского – это о том, что капиталистический уклад общества улучшил средневековье, что опять же говорит о его буржуазной позиции. Также он говорит, что благодаря капиталистической экономике получилось уйти из грязи средневековья, и говорит, что ее должен использовать также пролетариат в своей борьбе против буржуазии, что опять же в корне неверно искажает суть марксизма. И обращаясь к словам Карла Маркса к его труду о Парижской коммуне, то там ясно сказано, что пролетариат должен применить насилие в ответ на насилие. Но Каутский, опять же, эти слова убирает. И тут мы переходим к следующему важному вопросу. Это третья глава книги. Может ли быть равенство эксплуатируемого с эксплуататором? Ну, как вы понимаете, Каутский, конечно же, говорит, что да. То есть равенство может быть, потому что буржуа может ужиться с рабочим. Как он это аргументирует? Он говорит то, что эксплуататоры составляют лишь небольшое число населения, что, конечно, так и есть на самом деле. Мы знаем, что капиталистов их как бы меньше, чем обычных людей, то есть людей среднего и низшего класса рабочих. Но если рассуждать, да, по-буржуазному, то мы берем за основу отношение большинства к меньшинству, если по-марксистски, то это отношение эксплуатируемых к эксплуататорам. То есть по-марксистски эксплуататоры неминуемо превращают государство и демократию тоже в орудие господства своего класса над эксплуататоров над эксплуатируемыми. Поэтому демократическое государство, пока есть эксплуататоры, да, господствующие над большинством, неизбежно будет именно демократией для эксплуататоров. Вот. И буржуазное понимание демократии, еще раз, да, это подчинение меньшинства
большинству, ну, то есть по мнению Каутского. Но если это так, да, то почему при буржуазной демократии это меньшинство в итоге оказывается на большинство? То есть опять здесь несостыковка. А, Каутский говорит следующее. По каким бы причинам нужно было пролетариату принимать и необходимо принимать такую форму, которая несовместима с демократией? По его мнению, режим, который не так сильно коренится в массах, не имеет ни малейшего повода посягать на демократию. Он не всегда может обойтись без насилия, и в тех случаях, когда насилие опускается в ход, чтобы именно если подавлять демократию. Но на насилие можно отвечать только насилием, но режим, который знает, что за ним масса, будет применять насилие лишь для того, чтобы охранять демократию, а не для того, чтобы уничтожать ее. Он, опять же, он совершил бы прямо-таки самоубийство, если бы захотел устранить свою самую надежную основу, всеобщее избирательное право, глубокий источник могучего морального авторитета. То есть, опять же, он не говорит об отношении эксплуататора над эксплуатируемым, а говорит лишь о демократии и об избирательном праве. При этом говорит, если режим не имеет поддержки в народе, то не имеет права посягать на демократию, а если имеет, то обязан ее охранять, что тоже является абсолютно неверным суждением, да? Так как, во-первых, если бы все-таки коммунистическое движение не имело поддержки в народе, то и Парижская коммуна не продержалась бы ни одного дня. И Каутский считает, что коммунисты, имея поддержку в народе, они должны охранять демократию. То есть тут идет его мысль о том, что коммунисты должны занимать такую просто оборонительную позицию, ну, грубо говоря, быть воинами, что ли, охранять демократию. Ну, в общем, сейчас еще об этом поговорим. И Маркс говорит, если рабочие на место диктатуры буржуазии ставят свою революционную диктатуру, то они совершают ужасное преступление оскорблением принципов, ибо для удовлетворения своих жалких грубых потребностей дня, для того, чтобы сломать сопротивление буржуазии. Рабочие придают государству революционную переходящую форму вместо того, чтобы сложить оружие и отменить государство. Ну, то есть главная идея Маркса в том, что мы не должны приходить к власти и тоже садиться там на лаврах и просто сидеть. Мы должны в итоге сломать эту машину. Сначала подавлять ее, потом сломать. И только в таком случае появляется возможность построить социализм и коммунизм последующий. Вот, таким образом, наличие эксплуататоров в обществе, не трогая их и давая им чистую демократию, нельзя было перейти к социализму. Также Энгельс отмечает, что победившая в революции партия по необходимости бывает вынуждена удержать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие. Ну и тут же опять идет цитата о Парижской коммуне. Также он говорит, так как государство переходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица, пока пролетариат еще нуждается в государстве. Нуждается в нем не в интересах свободных, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Но Каутский задается вопросом, разве нужна диктатура пролетариата, раз есть большинство? Маркс и Энгельс отвечают, что диктатура, опять же, нужна для того, чтобы сломать это сопротивление и внушить вот этим реакционерам всем страх, да, то есть и, ну, в общем, я думаю, вы все эту мысль поняли, мы еще в прошлый раз об этом тоже говорили. В общем, главное – это насильственно подавить своих противников. Вот, ну и все-таки может ли быть равенство эксплуатируемым с эксплуататором? Каутский считает, что да, что демократы могут построить это равенство, но опять же это мнимое равенство, так как никогда эксплуататор не будет равен эксплуатируемыми. Ну и Ленин, конечно же, вот эту проводит красной нитью мысль, что никакого равенства быть не может, пока не уничтожена возможность эксплуатации одного класса над другим. И сейчас мы переходим к следующей главе этой книги. Это почему Каутский считает, что Советы не смеют превращаться в государственные организации. Каутский говорит, что Советы – это одна из лучших форм организации социалистической власти, но, тем не менее, утверждают, что, принимая участие в глобальных боях и объединяя все собственные социалистические силы и силы левого толка, победы все равно не должно быть. Ленин критикует Каутского, говоря, что о финальном сражении, в котором должны столкнуться силы капитализма и социализма, он уходит от этого и не говорит о том, что должно быть дальше. И в понимании Каутского Советы должны быть не больше, чем боевой организацией, об этом я отметила чуть раньше, да, что они не должны превращаться в государственные организации. Ну, конечно же, Ленин говорит, что Советы должны захватить власть. Каутский отказывается от всякого перехода государственной власти в руки рабочего класса
либо он допускает, чтобы рабочий класс брал в руки старую буржуазную государственную машину, но не допускает той мысли, чтобы ее сломать, разбить и заменить новой пролетарскую. Ну, в общем, все вы это понимаете, что это идет полный разрыв с марксизмом и переход на сторону буржуазии. Вот. И дальше, следующее, о чем говорит Каутский в своей брошюре, но он еще, в общем, поднимает там тему учредительного собрания, где обвиняет большевиков в уничтожении демократии, так как они разогнали всех. И по мнению Каутского, Советы хоть и более демократичная форма власти, но она лишь способна осуществить так называемый, как он назвал, бесполезный переход к социализму. Так, Каутский соглашается с тем, что большевики разогнали собрание только потому, что оказались в нем в меньшинстве. Ну, конечно, по мнению Ленина, он считает, что разгон был необходим, потому что Совет при диктатуре пролетариата должен стать превыше любого буржуазного органа. Вот. И когда он говорит, в общем, об этом, он ссылается на апрельские тезисы Ленина, но из всех он там использует только 2, и то их искажает. И, в общем, если вы сами углубитесь в это, то он прям там проводит вот эти аналогии очень четко. Вот. Ну, в целом, да, Каутский просто там называет всех большевиков революционными оппортунистами, считает, что не надо было всех там буржуа разгонять из Советов, и вот. Но еще Маркс в письме к Бебелю отмечал, да, что коммуна демократичнее буржуазного парламента, и объяснять, зачем разгонять, да, собрание, ну, в общем, это не нужно было вообще даже делать. Автор Каутский забывает, что всеобщее избирательное право дают только мелкобуржуазные реакционные правительства, и важна тут не столько форма выборов, сколько классовая сущность выборного органа. Каутский не коснулся истории расхождений между советами и собраниями, что является историей борьбы пролетариата с буржуазией. Он считал, что пролетарские буржуазные органы управления могут существовать, не мешая друг другу. Также умолчал о несоветской сущности советов во время господства в них меньшевиков. В это время меньшевики называли советы формой революционной демократии, и после появления собрания уже отказались от них. Точно так же Каутский хоть и восхваляет советы, но считает, что они не должны вести острую классовую борьбу. Советы за первые дни своего существования после Октябрьской революции создали 2 больших съезда, в которых участвовало огромное количество населения. Буржуазия в то время не создала ни одного учреждения, в котором имела бы представителей из пролетарского сословия. И, конечно, во время Всероссийского съезда Советов было уже ясно, что учредительное собрание, оно отвернулось от народа, и потому разгон был неизбежен. И итоги выборов Совета говорили сами за себя. Если в первом созыве за большевиков проголосовало 13%, то уже в пятом 66%. Также дальше в книге Ленина поднимается тема советской конституции, это следующая глава, и следует упомянуть, да, что когда появились советы, то тогда еще ни о какой конституции речи не шло, то есть это было несколько стихийное образование, когда рабочий народ формировали сами конституцию. Каутский же говорит, что большевистская конституция уничтожает собой основы демократизма и либерализма. Он считает, что Сталин должен брать во внимание мелкобуржуазные детали, и то есть вот этот симбиоз должен происходить социалистического и либералистического буржуазного. Вот. Но Каутский продолжает все равно называть себя социалистом, интернационалистом, он считает себя защитником социалистических идей, обвиняет Ленина в том, что тот хочет забрать у буржуазии избирательные права и принудить ее к выполнению работ, провести экспроприацию земель и имущества буржуа. Ленин же в своих апрельских тезисах, на которые ссылается Каутский, говорил, что право буржуазии не должно отбираться, это вовсе не обязательно, оно может оставаться с избирательными правами. Другой вопрос в том, что буржуазия сама себя должна изжить, а бороться нужно лишь с крупнейшими банкирами, предпринимателями, владельцами заводов. И мелкая буржуазия, она бы сама уже переросла из своего состояния и включилась бы во всю систему новой советской власти. И предпоследняя глава – это что такое интернационализм. Как я уже тоже сейчас отметила, что Каутский уверенно называет себя интернационалистом. Интернационализм Каутского и меньшевиков стоит в том, что
цитата, да, от империалистского буржуазного правительства требовать реформ, но продолжать его продолжать поддерживать ведомую этим правительством войну, пока все воюющие не приняли лозунг без аннексий и контрибуций, заявлявшие, что они за защиту Отечества. Меньшевики хотели всеобщего мира, они хотели, чтобы все воюющие приняли лозунг, ну, опять же, без аннексий и контрибуций, до тех пор, пока это не достигнуто, русская армия должна была, по этому взгляду, стоять в боевой готовности. Большевики же требовали немедленного мира во что бы то ни стало. Они готовы были в случае необходимости заключить сепаратный мир, они старались силой вынудить его, усиливая без того уже большую дезорганизацию армии. То есть большевики должны были, по мнению Каутского, не брать власть и довольствоваться только учредилкой. И Каутский занимает позицию меньшевиков, поддерживая их идеи. Но, опять же, признание защиты Отечества есть оправдание с точки зрения пролетариата данной войны, то есть признание ее законности, а так как война, она оставалась империалистской, независимо от того, где стоят неприятельские войска, то признание защиты Отечества есть на деле поддержка империалистской и грабительной буржуазии, что опять же, получается, происходит полная измена социализму, так как вела войну буржуазии. Вот, также... Ленин отмечает, что меньшевики гнусно обманывали народ, называя такую войну оборонительной или революционной, и Каутский одобряет такую политику, он, получается, одобряет и обман народа, одобряет роль мелких буржуа, которые служат капиталу и надувательству рабочих. Вот. Ну и если подводя итог, мы можем сказать, что Ленин дает все-таки следующее понятие диктатуры, что революционная диктатура пролетариата – это есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами. Но отмечает, что диктатура – это не форма правления, а тип государства. Это стало центральным понятием для всех социалистических партий. Также Ленин отмечает интересный закон буржуазной демократии, что чем больше развита демократия, тем более острую форму, вплоть до погрома и гражданской войны, принимают классовые противоречия при всяком глубоком политическом расхождении. И, подведя итог, еще раз подчеркнем, что основная мысль Ленина заключается в том, что массы сами должны изжить все свои заблуждения и встать на путь истинного коммунистического преобразования. Вместе с тем Ленин дает понять, что никакая мелкобуржуазная демократия, социал-шовинисты, они не смогут построить по-настоящему социализм. И, следовательно, у России остается только один путь – это революция. У меня все. Прекрасно. Надеюсь,